В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро». Доброе утро, Крым, доброе утро тем, кто к нам только что присоединился, тем, кто нас слушает с самой первой минуты эфира. Я напомню, что это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню также номер телефона, по которому к нам можно дозвониться: 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер телефона, если вы слышите нас в Крыму и в соседней России. Еще раз повторю: 8 800 10 06 926. Номер телефона 044 490 2905. Работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напоминаю, что традиционно ведется оживленная дискуссия под нашими эфирами, под трансляциями, которые мы ведем на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее актуальные комментарии и вопросы будут озвучены в нашем эфире, но если я что-то не замечаю, да, вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться нам. 8 800 10 06 926. Итак, в центральной части сегодняшней программы мы будем говорить о результатах саммита Крымской платформы, а также о новой волне политических преследований в Крыму, которые становятся, по сути, первым таким вызовом для Крымской платформы. Вот об этом всем мы сегодня поговорим. Вы можете присоединяться к нашему разговору как в онлайне. Напоминаю, что вы можете комментировать наши видеотрансляции, так и по телефону. Звоните нам 8 800 10 06 926. Начнем мы с отчета об итогах саммита Крымской платформы. Его предоставил в завершение минувшей недели, 10 сентября, в рамках часа вопросов к правительству Верховной Ради Украины министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, саммит прошел успешно. Давайте послушаем прямую речь. Вперше за багато років питання Криму винесено на найвищий міжнародний рівень. Вперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією, в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію. Декларація Кримської платформи залишається відкритою для приєднання. Кримська платформа вже почала працювати на 3 рівнях – урядовому, парламентському та експертному. І я хочу подякувати народним депутатам, які активно долучилися до наших зусиль. За вашої безпосередньої участі вже встановлені зв'язки з іншими парламентами для взаємодії в рамках Кримської платформи. Кримська платформа стане драйвером багатьох важливих національних рішень в Україні та за кордоном, які наближатимуть деокупацію півострова. Я хочу дуже чітко відзначити, що битва за Крим – це битва за Україну. Хто б що не казав, якими б іронічними не були посмішки скептиків, але якщо ми відмовимося від активної деокупації Криму, суверенної України не буде. Ми не складемо історичний іспит на зрілість, на здатність ефективно та безапеляційно захищати національні інтереси. Саме тому деокупація півострова буде пріоритетом міжнародної діяльності України, моєї роботи та роботи Міністерства закордонних справ, допоки ми не повернемо Крим. Крим – це тест, який визначає правила гри та майбутнє світового порядку у 21 столітті. Але відповідь на запитання, що буде вирішувати долю країн та мільйонів людей – груба військова сила чи глобальна співпраця, має бути надана не лише в Києві, але й в інших столицях світу. І цю відповідь ми можемо отримати разом з вами, з народними обранцями. Это слова Дмитрия Кулебы, но есть, как мы уже говорили, в том числе и в выпуске новостей, и другие события, которые многие сегодня связывают с саммитом Крымской платформы, а именно называют это реакцией России на внешнеполитическую инициативу Украины. Речь идет о задержаниях в Крыму. Напомню, что российские силовики на Крымском полуострове 3-4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Адаманова, Шевкета Усиинова. 4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района прошел обыск у крымско-татарского активиста Наримана Джиляла. После обыска его увезли.
Наримана Джиляла подозревают в пособничестве диверсии и инкриминируют ему 2 статьи Уголовного кодекса России. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал Наримана Джиляла на 2 месяца до 4 ноября. Сам Нариман Джилял отрицает все обвинения в свой адрес и прямо связывает свой арест с участием в саммите Крымской платформы. Сайт Крым Реалии публикует письма Наримана Джиляла. Я процитирую самое свежее из них, опубликованное на сайте 11 сентября. Цитата. «Мой арест аккурат после возвращения с Крымской платформы, где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями, только доказывает мстительный характер российской власти». С полным текстом писем Наримана Джиляла вы можете ознакомиться на сайте Крым Реалии. Сейчас вернемся к выступлению Дмитрия Кулебы в Верховной Раде Украины. Вот в своем выступлении он упомянул и о новой волне репрессий, развернутой в Крыму. Сьогодні Росія системно порушує права людини в Криму. Російські каральні органи проводять незаконні обшуки, ув'язнюють членів кримсько-татарської громади та активістів. Реакція Москви свідчить, що Кримська платформа несе реальну загрозу намірам Росії продовжувати окупацію. Кремль вдався до прямої помсти та залякування. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи – поразку її дипломатії. З моменту затримання Нарімана Джиляла та інших представників кримсько-татарського народу ми активно працюємо над негайним звільненням заручників і всіх бранців Кремля. Біль і страждання наших співвітчизників, їхніх родин – це вкрай важко. Але Росії не вдасться нас залякати чи зупинити. Шановні народні депутати, Кримська платформа – це беззаперечна перемога України. Это были слова Дмитрия Кулебы. Что можно к этому добавить? В этот же день, 10 сентября, Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором требует от Российской Федерации прекратить преследование крымских татар в Крыму и немедленно освободить Наримана Джилялова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усейнова, Эльдара Адаманова и других задержанных представителей крымско-татарского народа. Проект постановления с этим текстом поддержали 293 народных депутата Украины. Парламентарии считают, что российские оккупанты, так сказано в заявлении, вершат расправу над участниками инициативы президента Украины Владимира Зеленского «Крымская платформа», а так называемые признания от задержанных крымских татар получены под давлением и пытками. В заявлении сказано, среди прочего, что Верховная Рада подчеркивает, что циничное похищение и незаконное задержание крымских татар, в частности первого заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джилялова, является расправой над участниками Крымской платформы и представителями крымско-татарского народа и демонстрирует пренебрежение государства-агрессора Российской Федерации к международному правопорядку. Также украинский парламент призывает национальные правительства и парламенты, международные организации и их парламентские ассамблеи осудить новую волну репрессий России в Крыму и применить ограничительные меры против причастных. Во время контактов с Россией настаивать на прекращении преследования крымских татар и запрета Меджлиса, присоединиться к декларации Крымской платформы от 23 августа 2021 года, провести парламентские слушания по преступным действиям России и привлечению ее к ответственности с привлечением Межпарламентского координационного совета Крымской платформы. Ну, раз уж зашла речь об итоговой декларации Крымской платформы, я напомню о том, что это за документ. 43 страны, которые участвовали в первом саммите Крымской платформы 23 августа, подписали совместную декларацию с призывом восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Участники саммита заявили, что России не удастся легитимизировать временную оккупацию Крыма и Севастополя. О подписании декларации во время саммита объявил президент Украины Владимир Зеленский. Текст декларации опубликован на сайте МИД Украины. Подпись под этой декларацией поставили представители следующих государств. Это Украина, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Япония, все страны-члены Евросоюза, Исландия, Норвегия, Швейцария, Черногория, Северная Македония, Албания, Молдова, Грузия, Турция,
Турция, Новая Зеландия и Австралия. Говорится в декларации также, что участники приветствуют необходимые совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы, говорится в документе. Есть уже реакция Сената Чехии на арест Наримана Джиляла и депутатов Нижней палаты парламента. Они осудили арест в Крыму Наримана Джиляла и требуют освободить его и других политзаключенных. Об этом говорится в заявлении, текстом которого располагает издание «Европейского правда». Там же он и опубликован. Этот текст подписали 17 сенаторов и около 10 депутатов. Цитата. «Мы, сенаторы и депутаты парламента Чешской Республики, ниже подписавшиеся, решительно осуждаем арест первого заместителя председателя Меджлиса крымских татар господина Наримана Джиляла в Крыму 4 сентября 2021 года. Вместе с ним были задержаны еще 4 невинных людей. Мы считаем, что этот арест является циничной реакцией Российской Федерации на недавнее заседание Крымской платформы в Киеве, участие в котором принял также председатель Сената Чешской Республики, где в частности обсуждалось и положение крымских татар в Крыму», говорится в заявлении. Я напомню, что каждый из вас может присоединиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926, поэтому номеру можно присоединиться к нам, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться, если вы слышите нас на материковой части Украины. Кроме того, я напомню, что вы можете писать комментарии в чаты, которые работают под нашей видеотрансляцией на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете, наиболее интересные актуальные комментарии мы постараемся озвучить в нашем эфире. Но если вдруг я не замечаю ваших вопросов, не замечаю ваших комментариев, вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона, еще раз, не устану его напоминать. 8 800 10 06 926. По этому номеру можно присоединиться к нашему эфиру, если вы слышите нас в Крыму и даже если вы слышите нас в соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нашему эфиру можно присоединиться, если вы слышите нас на материковой части Украины. К нашему разговору подключается народный депутат Украины Ахтем Чийгоз. Ахтем ага, доброе утро. Ахтем ага, слышите ли вы нас? Нет, к сожалению, не слышу я собеседника. Сейчас мы попробуем. Так. Алло, Ахтем ага, слышите ли вы нас? Сейчас попытаемся выяснить, что же у нас за технические сложности со связью. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что говорим мы сегодня об итогах саммита Крымской платформы и о том, как новая международная площадка может помочь в освобождении политзаключенных в Крыму, учитывая, что новый вызов разворачивается перед этой Крымской платформой непосредственно в Крыму сразу после проведения инаугурационного, как его назвали, саммита Крымской платформы 23 августа. Буквально он прошел, а уже 3-4 сентября в Крыму произошла волна арестов. В том числе был арестован крымско-татарский активист и первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял.
Сегодня мы говорим об итогах саммита Крымской платформы и о том, как эта площадка может помочь в деле освобождения политзаключенных, какие инструменты для этого она может предложить. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Правда, у нас вот есть некоторые сложности сегодня с телефонной связью, но мы работаем с этим, поэтому пробуйте, дозванивайтесь. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. И есть еще немного свежей информации по делу Наримана Джиляла. Это пока мы ждем восстановления связи с нашими собеседниками. Европейский суд по правам человека отреагировал на заявление адвоката Евгении Закревской о принятии срочных мер для защиты Наримана Джиляла и Асана Ахтемова от пыток, а также об обеспечении доступа к Ахтемову независимого адвоката. Об этом Евгения Закревская сообщила на своей странице в Facebook. Цитата. Суд запросил дополнительную информацию и документы. В частности, суд запросил у России информацию о медицинском обследовании Джиляла и Ахтемова, прошу прощения, официальную реакцию России на заявление о пытках. Отдельно суд запросил информацию у правительства России о том, имеет ли Асан Ахтемов доступ к адвокату, которого он сам выбрал, возможность конфиденциальных встреч с ним, как часто и при каких условиях он с адвокатом может видеться, написала Евгения Закревская. При этом адвокат уточнила, что срок для подачи запрашиваемой судом информации ограничен 23 сентября 2021 года. Мне сообщают, что смогли мы наладить связь. Итак, я приветствую в нашем эфире Ахтема Чийгоза, народного депутата Украины, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем ага, доброе утро. Слышите ли вы нас? Да, добрый. Ахтем ага, итак, давайте вернемся к итогам саммита Крымской платформы. Вы слышали доклад Дмитрия Кулебы. В частности, он сказал о том, что саммит Крымской платформы является внешнеполитической победой Украины. Согласны ли вы с такой оценкой? Ну, в общем-то, мы уже привыкли в Верховной Раде в выступлениях министров или премьер-министра не программные речи слышать, а некие такие вот пафосы или, скажем, свою трактовку той реальности. Да, действительно, это на хорошем уровне была проведена Крымская платформа. А победа или это что, нужно было рассказать, насколько вот уже 2 недели прошло, какие дальше действия Крымской платформы намереваются или уже запрограммированы, или наработаны. Мы этого всего не услышали. В общем-то, такое впечатление было, что либо он нас убедить хочет в важности вопроса Крыма для геополитики, мировой политики, или себя убеждал. Мы попытались задать депутаты вопрос, почему нет реакции Крымской платформы на последние чудовищные действия с боку оккупационных властей. Мы ответ на этот вопрос не услышали. То есть важность и победа определяется действиями, а не убеждением вот в такой риторике, как это сделал министр. Безусловно, есть некий уровень ожидания от Крымской платформы, да, реакции на то, что происходит сейчас в Крыму, и мы будем говорить об этом с нашими следующими собеседниками также. А вот с вами мы бы хотели поговорить о том, а какой может быть эта реакция, да, как могли бы участники Крымской платформы отреагировать на то, что сегодня происходит в Крыму, на новую волну политических репрессий? Во всяком случае, Крымская платформа — это уже некое такое объединение, и участники Крымской платформы подписались под общей такой декларацией, да, о намерениях, высказали позицию. Во всяком случае, они могли бы реакцию на, в общем-то,
ну, не то чтобы на такую свежую, свежие действия, скажем, на очередной виток вот этих репрессий, террора, и еще и по участникам Крымской платформы. Нариман Джилял специально приезжал с группой членов Меджлиса и делегатов Курултая на Крымскую платформу для того, чтобы рассказать, показать, продемонстрировать всему миру и в первую очередь участникам Крымской платформы, что Крым сопротивляется, что Крым не признает оккупацию. И в этой ситуации, конечно, необходимо было проявить реакцию подписантов декларации на столь чудовищные, дерзкие, хамские и подлые действия как коллаборантов в Крыму, так и оккупантов и самого Путина. Но, к сожалению, мы вот уже 2 недели, уже 10 дней после этих событий, мы до сих пор не можем увидеть или услышать эту позицию. Есть отдельные заявления представителей посольств, представителей некоторых институций, но для чего? То есть создавалась некая платформа для того, чтобы действенно, оперативно реагировать на те или другие вызовы сбоку оккупанта. То есть правильно ли я понимаю вашу точку зрения, что какого-то нового инструментария вот пока незаметно, что реакция на происходящее в Крыму — это та реакция, на которую, в принципе, Украина рассчитывала и ранее? Я имею в виду реакцию парламентов других государств и международных организаций. Вообще-то я не рассматриваю это как новый какой-то инструментарий. Я больше бы говорил о том, что нужно по результатам Крымской платформы создавать некие инструменты, то есть рабочие группы совместных экспертов, для того, чтобы разрабатывались, принимались определенные решения, для того, чтобы потом они утверждались вот в странах участников этой Крымской платформы. А сегодня вот до сих пор, говорю же, первый такой ключевой вызов, и до сих пор нет реакции, и, насколько я знаю, там консенсуса в этом вопросе нет среди участников. Что касается ожиданий, ожидания у тех, кто находится на оккупированных территориях, они ежедневные, ежечасные, ежеминутные, потому что находятся в очень сложной ситуации, где отсутствует самое главное – безопасность проживания на этой территории. И поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы это все происходило быстро, эффективно, но нужно показывать, что данная платформа наработала или нарабатывает, в конце концов, какие-то программные вещи, и тогда и враг будет это знать, и граждане наши это будут на оккупированной территории чувствовать и продолжать верить в возможность принятия действенных мер с боку Украины, власти Украины и наших партнеров. Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. В продолжении эфира я напомню номер телефона, по которому можно подключиться к нашему разговору: 8 800 10 06 926. Этот номер работает у нас не только во время прямого эфира, я напомню, но даже если вы слышите наш эфир в записи, все равно звоните, выражайте свою точку зрения, предлагайте ваши темы для программ, рассказывайте, что интересного происходит вокруг вас в Крыму, и оставляйте, пожалуйста, ваш контакт, если вы хотите, чтобы мы с вами связались. 8 800 10 06 926. 044 490 2905. Еще один наш номер телефона, который работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Для тех, кто слышит и видит нас с любой точки земного шара, благодаря сети интернет, работает чат под нашими трансляциями на Facebook и YouTube. Там пишите ваши
ваши вопросы, комментируйте происходящее в нашем эфире, дополняйте информацию, которая звучит в нашем эфире. С удовольствием читаем ваши комментарии, наиболее актуальные, постараемся озвучить. К нашему разговору подключается Ольга Скрипник, глава правления Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Итак, как мы можем охарактеризовать реакцию на задержание в Крыму от крымской платформы, и можно ли говорить о наличии какой-то реакции? И задача ли крымской платформы, да, реагировать на задержание в Крыму? Насколько нам известно, МИД Украины проинформировал участников Крымской платформы, также предложил инициировать, и правозащитники обращались также со своим обращением, что должно быть общее синхронное заявление всех участников Крымской платформы, то есть всех тех 46 делегаций, которые были в Киеве 23 августа. И я, насколько вижу, что процесс обсуждения такого общего заявления еще не закончился. Поэтому я считаю, что, конечно, в первую очередь должна быть реакция на уровне именно общего заявления, общей реакции. Второе, с чем также обращались правозащитники, включая нашу организацию, мы обращались и к участникам Крымской платформы о введении персональных санкций, как минимум хотя бы в тех странах, где они еще не введены, или против тех людей, которые не были включены. Допустим, речь идет о следователе Власове, который уже не первый раз фигурирует в делах о пытках, точно так же он фигурировал в деле Владислава Есипенко. И речь идет о судье, как минимум, Грабко, который взял под стражу тех, кто сейчас фигурирует, то есть речь идет о троих, так скажем, называемых фигурантов этого дела, так называемой диверсии, поэтому это также важно. Третье, что также мы ждем от Крымской платформы, что любые переговоры, которые сейчас будут происходить с участием Российской Федерации от любой страны, которая является участником Крымской платформы, на каждых переговорах, независимо о чем это будет, об энергетике, об обороне, я не знаю, сельском хозяйстве, какие бы они ни были, на каждом такой встрече должен подниматься вопрос именно освобождения Наримана Джеляла и всех политических заключенных. То есть это те минимальные шаги, которые должны быть сделаны сейчас, на наш взгляд. Получается так, что Крымская платформа вот с самого начала своей работы, она встала перед одним из главных вопросов, которые связаны с российской попыткой аннексии Крыма, это освобождение политзаключенных. Вот тот инструментарий, который вы описали, может ли он еще быть чем-то дополнен? Потому что да, это проблема, которую не удается разрешить, учитывая отсутствие воли для разрешения этой проблемы со стороны, прежде всего, Кремля. Однозначно он должен быть расширен. Как раз, в принципе, цель была одна из задач, которая ставится Крымской платформой, в том числе и экспертная сеть Крымской платформы. Как раз группа тематическая по правам человека сразу предлагала то, что необходимо в рамках Крымской платформы выработать общий и очень оперативный механизм совместного реагирования на грубые нарушения прав человека. Это вот сейчас речь идет, например, об общем заявлении. Но, естественно, речь идет не только об этих инструментах, которые я назвала. Что еще важно? Сотрудничество со странами на уровне той же самой, например, универсальной юрисдикции, о том, чтобы мы могли обращаться, и другие страны открывали у себя соответствующие уголовные производства, чтобы можно было за пределами Украины, на территории других стран уголовно преследовать военных преступников и других людей, которые причастны непосредственно к наиболее тяжким нарушениям прав человека. Это очень сложная, кропотливая работа, но мы считаем, что в рамках Крымской платформы это как раз может быть реальный результат. Далее это, конечно, усиление санкционного механизма, не только внесение в санкции, как мы требуем по персоналиям, но и мониторинг этих санкций, как эти санкции выполняются, насколько они эффективны. Возможно, надо перейти к другим санкционным механизмам. Ну и мое личное мнение, что если вы говорите о каких-то ограничениях санкционных, или это может быть новый механизм, он должен непосредственно также быть нацелен на то, чтобы, если задержаны новые люди и удерживаются далее политические заключенные, чтобы, грубо говоря, каждый день их содержания в российских тюрьмах или на территории оккупированного Крыма тоже в местах несвободы, прямо стоило реальных денег окружению Путину и ему лично, то есть использовать его активы за пределами Российской Федерации, и эти средства не только, скажем так, замораживать, а обращать в пользу тех потерпевших, для компенсации тех моральных, физических страданий, потери здоровья, которые несут, находясь там, тем более, когда мы говорим о пыточных делах.
Давайте попробуем резюмировать наш разговор. Ну, понятно, да, какой вы видите реакцию крымской платформы, как она должна реагировать на происходящее в Крыму, на новую волну репрессий. Тем не менее, вот мы перед разговором с вами говорили с Ахтемом Чайгозом, он говорит, что очень долго приходится ждать реакции участников крымской платформы. По вашему мнению, есть ли здесь какое-то пространство для маневра, насколько своевременной и оперативной оказалась реакция участников крымской платформы на новые обыски и задержания в Крыму? Мы знаем, что, в принципе, участники Крымской платформы довольно оперативно отреагировали на информацию, которая была передана МИДом, то есть они ее учли и взяли в работу. Проблема, я думаю, еще в том, что поскольку это первый прецедент, то просто-напросто еще не наработаны механизмы внутри стран, тем более напомню, что кроме стран участвуют также коллективные, скажем так, участники, то есть, например, да, Европейский Союз, там, Совет Европы, как им принимать решения, да, то есть они внутри своих стран и внутри своих организаций должны сами принять решения и наработать процедуру, кто ответственный за принятие таких решений, как это будет происходить. Увы, да, поскольку мы вот попали в том числе, да, в эту ситуацию построения бюрократического, да, механизма, который должен работать в рамках Крымской платформы, я думаю, что это в том числе влияет на то, что, увы, такой быстрой реакции, как бы нам хотелось, не произошло. Но я не думаю, что это отменяет вообще участие, да, и реакцию Крымской платформы. Скорее всего, из-за того, что это произошло так быстро, то просто страны не успели еще определить механизм, как они будут работать в Крымской платформе, так как они буквально только пару недель назад подписали декларацию. Естественно, это должно было ввести за собой выстроение, да, механизма взаимодействия Украины со всеми участницами Крымской платформы. Но, увы, Российская Федерация, да, как всегда, действует гораздо быстрее, да, и видим, что просто мы не всегда успеваем. Вот это я еще хотел у вас уточнить, мы будем далее тоже об этом говорить. Вот то, что произошло в Крыму 3 и 4 сентября, по вашему мнению, насколько это является реакцией России именно на проведение саммита Крымской платформы? Уже неоднократно мы говорили о том, что эти события могут быть связаны, но вот по вашему мнению, насколько они связаны? Ну, тут даже прямые есть параллели, да, которые об этом говорят. Так называемая диверсия, да, которую вменяют Нариману Джелялову, да, и двум братьям, то там как раз это повреждение газопровода произошло 23 августа, якобы по версии следствия. Это уже не просто так. Мы же понимаем, что любые действия на подконтрольной России территории не происходят с ведома спецслужб. Поэтому 23 число не просто так фигурирует в этом деле. Это как раз день саммита Крымской платформы. И второе, то, что именно главным, да, скажем так, я не удивлюсь, потому что главным там подозреваемым и в кавычках организатором сделают Наримана Джелялы, мы видим, что уже из способника, да, его перевели в другой статус, то это как раз тоже подтверждение того, что это именно реакция на то, что он публично поддержал саммит Крымской платформы, именно в том числе как первый зам Меджлиса крымско-татарского народа. И поэтому я думаю, что это также будет дело, которое Россия будет пытаться использовать и для дискредитации Меджлиса крымско-татарского народа. И не стоит забывать, что у нас впереди еще судебные дела. Например, будет уже скоро, да, в следующем году, скорее всего, рассматриваться дело Украины против России в Международном суде ООН по справедливости, о дискриминации и так далее. И я уверена, что Россия будет преподносить это дело о том, что, смотрите, якобы какие-то страшные диверсанты. Так что тут очень много целей Российская Федерация ставит, но однозначно один из мотивов и одна из причин – это точно Крымская платформа. Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава правления Крымской правозащитной группы. Говорим мы сегодня об итогах саммита Крымской платформы и о новой волне политических преследований в Крыму, которые, по сути, стали первым вызовом для Крымской платформы. Говорим мы о том, насколько своевременной можно назвать реакцию Крымской платформы, да, как проходит вот это первое испытание, новый международный инструмент, созданный по инициативе Украины. Я напомню, что каждый может присоединиться к нашему разговору 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму и соседней России, вы можете дозвониться к нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. К нашему разговору подключается крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, доброе утро.
Доброе утро. Итак, с чего хотелось бы начать разговор с вами? По вашему мнению, насколько предсказуемой была подобная реакция России? Потому что, когда мы говорили в преддверии саммита Крымской платформы, в МИДе Украины рассказывали о том, что Россия просто переходит к шантажу в отношении некоторых государств и к угрозам за участие вот в этой Крымской платформе. Но мы видим, что первыми, да, репрессивные методы коснулись не государств-участников, да, а того человека, который приехал на Крымскую платформу непосредственно из Крыма. Насколько предсказуемой была вот такая реакция России? Ну, честно говоря, судя по той истерии, которая была в России, а там действительно даже у Лаврова нервы сдавали накануне Крымской платформы, то есть было видно, что они очень недовольны вот этим саммитом, и поэтому вполне ожидаемо было то, что репрессии как раз начнутся именно в Крыму, потому что достать государство, да, которое там приезжали на эту платформу, достаточно сложно, то есть это такая систематическая долгая работа, там шантажа, давления, экономических каких-то, экономического шантажа и так далее, это, в общем-то, долгий такой процесс. А что касается крымских татар, которые являются вот как раз заложниками в данном случае этой ситуации, то достать их было, естественно, очень просто, и особенно как раз Наримана Джалялова, который имел мужество, смелость приехать в Киев, простите, и как раз вот быть участником Крымской платформы, то есть непосредственным участником, тем самым демонстрируя свою позицию, свое отношение к тому, что делает Россия в Крыму. Поэтому, в принципе, конечно, это было ожидаемо, просто, наверное, неожидаемо была та статья, под которую подведут Джалялова, да, то есть можно было какие-то там, другие придумать вещи, а вот они придумали диверсию уже, да, то есть экстремизм был, терроризм был, теперь давайте еще попробуем диверсию. То есть такая разнообразная палитра, если можно так сказать, вот этих репрессий Российской Федерации. Поэтому вот как бы такое ожидание чего-то плохого было, да, вот, и таких преследований, но то, что это будет вот именно такая статья, я, честно говоря, не ожидала. Насколько оперативным выглядит ответ Украины на то, что происходит в Крыму? И еще такой вопрос, насколько важным является для вообще крымской платформы, ее имиджа и авторитета реакция на то, что сейчас происходит в Крыму, на новую волну преследований? Ну, что касается Украины, то реакция была стандартная, то есть, в принципе, это уже стандартное выступление Министерства иностранных дел, заявления и так далее. То есть, как бы все эти вещи, они уже, это к сожалению, не первое. И, боюсь, далеко не последнее сдержание, и поэтому реакция уже, в общем-то, она уже выработана достаточно стандартно. Что касается наших, да, структур, которые занимаются вот всеми этими вопросами. А вот что касается Крымской платформы, я пока на самом деле, как инструмента, да, я пока не вижу такой серьезной реакции и серьезного взаимодействия, потому что если мы говорим о Крымской платформе как инструменте для деоккупации Крыма, то тут как раз очень важно взаимодействие. То есть ее создавали там около года, по крайней мере, так официальные источники говорят. То есть, наверное, если вы создавали, то у вас уже налажены определенные взаимосвязи, взаимодействия. И вот здесь как раз хотелось бы более такой серьезной реакции, хотя бы, например, заявление, совместного заявления министров иностранных дел, да, вот участников Крымской платформы, там около 40 государств. Это было бы достаточно весомое заявление. Возможно, там на полях Генеральной Ассамблеи ООН какие-то совместные действия. Вот эти вещи, это что касается по линии государственной, да, потому что раз это все создавалось, то это же все не за один день было создано. То есть есть какие-то договоренности. Более того, участники Крымской платформы подписали совместную декларацию. Можно говорить, что это декларативный документ, он не ведет к обязательствам. Но опять-таки, если они подписывали, то есть они согласились с тем, что они будут принимать участие, да, вот в процессе деоккупации Крыма или, по крайней мере, предпринимать меры для этой деоккупации. Вот один из как раз аспектов – это защита прав человека. И вот сегодня мы видим, что творится в Крыму. Да, там, это же не просто даже сдержание, там же были пытки, там убивали показания. Это все уже как бы стало доступно, все люди об этом знают. И вот здесь нет такой совместной реакции, потому что если это международный инструмент, да, совместный инструмент, должна быть и совместная реакция, а не отдельное заявление. Да, были заявления Штатов, были заявления Британии, насколько я помню, Турции, может быть, там парламент Сената Чехии, может быть, кто-то еще, я пропустила, но это не должны быть такие отдельные вкрапления, потому что это всегда было и раньше. А вот здесь, мне кажется, как раз, если бы это было совместные, хотя бы, да, пускай не 40, там, 20, 30 стран, которые являются участниками Крымской платформы, это бы действительно показывало, что инструмент будет работать. Как вы думаете, может быть, это действительно связано с тем, что отстраивается вот логистика коммуникации среди участников Крымской платформы для того, чтобы как-то координировать, да, вот те решения, которые принимаются, и синхронизировать их?
Отчасти согласна, если мы говорим о межгосударственном уровне. Вот на межгосударственном уровне я могу с вами согласиться, что да, действительно могут быть такие моменты, связанные как раз с коммуникациями, хотя сейчас у нас век настолько коммуникационный, что, по-моему, уже в дипломатии говорят, да, там очень скоростной, быстрой дипломатии, и там твиттер-дипломатии, принятие решений, что, наверное, вот можно было бы ускорить этот процесс, потому что фактически уже 2 недели, да, прошло вот с момента задержания Жиляла, почти. Но меня в данном случае еще больше беспокоит вопрос экспертного сородовища, да, вот экспертной группы, вот тех около 300 экспертов, да, сказали, что там присоединились к Крымской платформе. Вот мне здесь интересно как бы реакция гражданского общества, не в Украине. В Украине, опять-таки, мы понимаем, что у нас уже есть, да, определенные, вот я слушала Ольгу Скрипника, они выступили, правозащитники, естественно, первыми, это всегда они так делают, но правозащитники в других странах, имеется ли у них коммуникация с ними, или это просто, опять-таки, список людей, которые вот на бумаге, да, кого-то вписали, пусть они будут в данном случае в Крымской платформе, но не в этом же смысл. То есть эта платформа, она будет на бумаге для численности, или она будет для эффективности. То есть в данном случае, возможно, сразу же коммуникация. Сейчас она позволяет, да, вот, опять-таки, экспертных групп связаться с правозащитниками в других странах, выступить с совместным заявлением. Это не так сложно. И если это государственный механизм, там могут быть какие-то ограничения, для экспертов я вообще не вижу. А у нас даже нет совместного заявления экспертов Крымской платформы какого-то, да, совместного выступления. У нас вот отдельные организации, там, правозащитники, ничего не могу сказать, они сами. А остальные, там же огромное количество организаций, которые, кстати, были созданы, в том числе и под Крымскую платформу, чего греха таить, для того, чтобы, я не знаю, там, гранты, финансирование, еще что-то. Вот они, соответственно, в данном случае просто там где-то как-то что-то сказали, там, флагом помахали, все. Вот, собственно говоря, мы участники Крымской платформы. И вот это меня очень беспокоит. Будет ли она рабочая, или это будет снова декларации, снова какие-то вещи, вот, связанные там с, грантоедством. Давайте резюмируем нашу беседу. Вот такой будет вопрос итоговый. Реакция Крымской платформы на происходящее в Крыму. Простите за журналистский штамп, но действительно вот новая волна репрессий в Крыму, может ли она стать вот этой лакмусовой бумажкой, по которой станет понятно, работает платформа или нет? Зависит ли репутация Крымской платформы и авторитет дальнейший от того, как отреагирует она на то, что происходит с Нариманом Джелялом и другими арестованными в Крыму? Безусловно, я с вами полностью согласна, что это вот такой первый вызов и фактически лакмус для того, чтобы проверить, насколько эффективно будет работа Крымской платформы. Не забывайте еще один важный момент о том, что мы-то будем понимать, да, вот по реакции и по дееспособности, насколько она эффективна, но нам могут рассказывать о том, что вы ничего не понимаете, это все эффективно, это все работает в кулуарах, где-то там, вот как уже говорили, по-моему, Кулеба говорил о том, что тут уже разные составляющие, тут есть там тайная часть работы, может быть, вот это вот как раз тайная часть работа Крымской платформы, которой нам не дано, и так далее. То есть тут вот много разных вещей, хотя вы абсолютно правы. На самом деле, в зависимости от того, какой будет дальнейшая судьба Наримана Джелялова, и не только его, да, вот о тех людей, которых также привлекли по этому делу диверсии, вот это будет как раз показывать, насколько эффективной будет работа Крымской платформы как инструмента по деоккупации, как ее назвали. Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи была крымский политолог Евгения Горюнова. К сожалению, сегодня в нашем эфире не приняли участие представители Министерства иностранных дел Украины. Направлял я приглашение. К сожалению, ответа мы пока не получили, но это приглашение остается в силе. Если в Министерстве иностранных дел Украины захотят подробнее изложить позицию, в том числе по тем вопросам, которые прозвучали сегодня в нашем эфире, конечно же, мы такую возможность предоставим, опубликуем обязательно на сайте Крым Реалии, как и все другие стороны, которые были сегодня упомянуты в нашем эфире, могут, конечно же, обратиться к нам с тем, чтобы дополнить ту информацию, которая прозвучала в нашей сегодняшней программе. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму, за этой новой волной политических преследований. Мы продолжаем следить за деятельностью Крымской платформы, мы продолжаем следить за всеми остальными событиями и явлениями, которые
которые мы наблюдаем как в Крыму, так и за его пределами. Если вам есть что добавить к той информации, которая прозвучала в нашем эфире, вы всегда можете дозвониться по телефону 8 800 1006 926. Когда мы не в прямом эфире, там работает автоответчик, и мы слушаем каждое сообщение, которое вы нам оставляете. Вы можете также написать нам на электронную почту, ее контакты есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть еще более простой способ связи, это форма обратной связи. Пишите нам через нее, пишите нам по электронной почте, пишите нам в социальных сетях. Всегда рады общаться с вами. Также я напомню, что вы можете скачать на ваши устройства на платформах iOS и Android приложение Крым Реалии, в котором вы можете без цензуры и без блокировок читать новости о происходящем в Крыму, смотреть телепроект Крым Реалии и слушать, конечно же, наши радиоэфиры. Приложение настраивается на любом удобном вам языке, на украинском, крымско-татарском и русском языках. Напомню, что в 13:00 стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18:15 мы вместе с вами будем слушать программу «Крымский вечер», да, вечернее шоу радио Крым Реалии. С вами был Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы.